Второй день рабочей поездки президента в Иссык-Кульскую область начался с осмотра хода капитальной реконструкции инфекционного отделения Иссык-Кульской территориальной районной больницы, расположенной в Чолпан-Ате. Здесь с момента постройки, то есть с 1986 года, не проводилось капитального ремонта. В этой связи сейчас функционирует только одно крыло здания на 15 койко-мест. С проведением капремонта вместимость увеличится до 100 мест. В этой больнице будет около сотни койко-мест. Есть еще места в Алтын-Балалыке. В Чолпан-Ате нет особых проблем с этим. Кроме того, здесь будут закрыты ночные бары и кальян-бары. Я также обратился к пансионатам с просьбой соблюдать алгоритмы безопасности. В противном случае пансионаты нарушителей требований о соблюдении общепринятых правил тоже будут закрыты. С медперсоналом больницы были обсуждены не только текущие вопросы на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией, но и проблемы системы здравоохранения. Также президент выразил соболезнования в связи со смертью главы отделения реанимации больницы в Чолпан-Ате Сарбагыша Иманалиева. Иманалиев. Бұл қойып абдан елге жұтқан, мемлекетке еңбек қылған ең керекті адамдан айырылдық. Абдан ауыр қиын болды. Бұл жоусыз соғыш. Қайдан білеміз, қайдан келерін. Ошон үчүн бұл соғышта деген жоғутулар болады. Нынешнюю ситуацию можно назвать войной с невидимым врагом, где, к сожалению, не обойтись без потерь. Чолпан-Ата тоже понесла большие потери. Из наших рядов уходят профессионалы своего дела, как, например, Сарбагыш Иманалиев. Он был самым лучшим анестезиологом города. Никто не ожидал такого исхода событий, но тем не менее мы уверены в том, что мы, кыргызстанцы, выстоим против этой болезни. Медработники, в свою очередь, поддержали инициативу государства по строительству больниц, но в то же время отметили проблему нехватки кадров, подчеркнув, что без материальной и моральной поддержки медиков невозможно удержать молодых кадров в системе здравоохранения. Врачтағы, медсестра, санитаркадағы жоқ. Аларды кішкене материалдық жақтан, моралдық жақтан ақшасын көбейтіп, неметсе келет. А так, кіші жоқ. Жарқырат оңдап қоябыз, іштегенге кіші жоқ. Жаштардың бар кетіп атат, еме алат қорғалат, 5.000 сом зарплат, 4.500 сом алса, анан қачат та. Ешеме қырғылай, мен түсініп тұрам, баған біліп тұрам, мен де қыдырып жүрам. Еме аз стационар көбейтеміз, қиналсақ та көбейтеміз. Мен тапшырма бердім, аз есептеп атшат. Есептеп атшат, сезім көтереміз азыр. Анан келіп 5.000 сом, 6.000 сом, 7.000 сом кішілеріне шүлесілер қиын да, оңай емес. Түсініп тұрам, мақұл ба? Также местным властям было поручено усилить работу по предупреждению дальнейшего распространения вируса в Иссык-Кульском районе, в том числе в городе Чолпан-Ата. Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулебаев отметил, что эпидситуация в регионе стабилизируется. Эпидемиологическая ситуация в регионе нормализуется, снижается количество выявляемых случаев заражения коронавирусом. На сегодня медицинская аппаратура и лекарства имеются в достаточном количестве. Минздрав направил на помощь врачей. Правительство оказывает всестороннюю помощь в решении текущих вопросов. Также нам помогают волонтеры и меценаты. В ходе беседы в очередной раз было отмечено, что идет тотальная цифровизация всех сфер страны, что поможет легализовать средства из теневой экономики. Эти средства будут в первую очередь направлены на повышение зарплат медработникам, учителям. Президент также заверил, что как только ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется, вопросы по системе здравоохранения будут обсуждены на заседании Совета Безопасности для принятия конкретных решений по улучшению ситуации. Иначе мы свидетели того, как здоровье населения оказалось под угрозой, добавил президент. Бигаим Бигалиева, Синтура Быкеев, Ала-То 24.